Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на неделю с 20 по 26 апреля 2020 года для раков. Карта недели. 3 карты на отношения. 2 карты на работу. Финансы. Удача недели, проблемы недели, совет. Итак, карта недели, девятка трефовая. Карта говорит о том, что очень важно на этой неделе посвятить себя карьере, работе, должности, повседневной занятости, профессии. Если не хватает знаний, хорошее время для обучения. А если вы хотите достичь чего-то большего, подняться по карьерной лестнице, как ни странно, это очень хорошая неделя для того, чтобы себя зарекомендовать. Прям есть возможности, какие-то открываются. Кроме того, эта карта очень сильно связана с ограничениями. То есть, если мы ограничиваем сами себя, если мы живем по распорядку, по часам, да, если мы стараемся получить максимальный результат, либо приглашаем каких-то экспертов, либо заняты, может быть, какими-то достижениями, да, может быть, кто-то даже высшее образование захочет получать, то вот эта неделя может стать очень хорошей. То есть здесь вот как бы практические действия выходят на первый план. А также карта очень часто связана с диагнозом, да, то есть есть возможность определить верный диагноз, если вот у вас, допустим, у кого-то из вас есть такая проблема. И причем это позволит решить вопрос очень быстро и хорошо, да, то есть назначить правильное лечение, выздороветь и так далее. Также это карта доброго имени. То есть вот то, что вы на этой неделе делаете, вы знаете, вы заслуживаете сейчас свою репутацию, хорошую или плохую, да, добрую или злую. Очень важное время. А также карта манипуляций, карта обмана, карта зависимости. Будьте осторожны с алкоголем, будьте осторожны с даже пищей, да, может даже пищей отравиться, с лекарствами и так далее. То есть здесь вот может быть такая проблема. И, конечно же, карта говорит о том, что манипулировать лучше здесь только собой, а не другими людьми, иначе это может как бы плохо обернуться, да, то есть будет соблазн, на первый взгляд будет все легко и просто, а по результату может оказаться, что вам же хуже будет от того, что вы как-то негативно можете повлиять на других людей, воспользоваться их ресурсами и так далее. То есть ни в коем случае здесь нельзя под соблазн под это попадать. Отношения. Для тех, кто в поиске партнера, выпадает у нас туз трефовый. Карта говорит о том, что отличная возможность, отличная неделя для того, чтобы заводить отношения. Скорее всего, это либо знакомство по работе, по обучению, либо это знакомство среди творческих людей каких-то вы можете выбирать. В общем, здесь вот вопросы профессии, карьеры и каких-то способностей, талантов, да, они как раз у нас связаны с этим знакомством, с началом отношений. Причем эти отношения, если вот они действительно вам понравятся, подойдут, это все будет надолго. То есть такой большой цикл может начаться вот с этой недели. А для тех, кто в паре, шестерка, бубновая говорит о том, что у вас в отношениях просто все очень даже хорошо. Кроме того, если были проблемы, да, если были сложности, допустим, никак нельзя было решить вопрос какой-то между вами, да, вот один из партнеров стоял на своем, никак не соглашался, либо там не было желания выполнять какие-то свои обязательства, да, свои обязанности. Вот этот вопрос решается каким-то образом, просто как бы сам собой. Вот даже если вы раньше очень сильно старались наладить отношения, помириться, договориться, вообще никак не получалось. А сейчас получится просто как бы само собой. На самом деле вы просто уже вложили туда много энергии, и вот пришло время для того, чтобы как бы ситуация повернулась в вашу сторону. Карта, знаете, когда у вас появляется надежда новая на то, что у вас с вашим партнером все будет хорошо и счастливо. Это карта также непредвиденных каких-то ситуаций, которые вот очень хорошо решаются вам на благо. Ну и, конечно же, здесь
денежные тоже какие-то могут быть поступления, могут быть подарки, причем все это неожиданно, очень будет вас радовать. Кроме того, здесь еще какие-то новые возможности открываются для вас в браке, в паре и так далее. В общем, знаете, карта говорит о том, что какой-то вот очень хороший период для ваших отношений начинается с этой недели. Вот просто удача во всем, что бы вы не задумали вдвоем. Это, кстати, и денег касается, каких-то, может быть, сделок. Кстати, поездки тоже очень часто по этой карте, вот если вы задумываете, да, то они впоследствии реализуются. Может быть, совместный отпуск или еще что-то такое. Для тех, кто в ссоре, король трефовый выпадает, особенно вместе с этой картой, говорит о том, что лучше сейчас все-таки оставить как есть, потому что вы не способны сейчас друг друга понять, вы не способны оценить адекватно ситуацию и, скорее всего, будете винить друг друга во всех грехах смертных, да, и не сможете здесь помириться, только еще больше можете разругаться. Поэтому лучше сейчас подождать, подумать, да, вот как лучше вам себя вести, как лучше общаться. В общем, подождать. Ситуация переменится довольно-таки скоро, может быть, даже на этой неделе, может быть, хотя бы первую половину недели не предпринимать попыток к примирению. А уже потом, когда все хорошенечко обдумаете, да, уже будет возможно. Кроме того, смотрите, если вот эта карта говорит о том, что если один из партнеров прямо пользуется другим, обманывает, либо даже может какое-то насилие проявлять, то карты говорят, вообще не нужно здесь никакого примирения, нужно как бы оставить позади вообще эти отношения. Работа. Для тех, кто в поиске работы, пока что ситуация сохраняется как есть, но карта рекомендует продолжать усилия, добиваться своего и до тех пор, пока не получите. Да? То есть ни в коем случае нельзя опускать руки. Для тех, кто работает, здесь, скорее всего, будет все как прежде. Не будет изменений, вот то состояние, в каком вы оставались в предыдущую неделю, оно повторится. Или здесь все-таки неопределенная ситуация сохраняется для тех, кто пока что без... Ну, допустим, у вас есть работа, но на данный момент вы как бы ничего не делаете, отдыхаете, да, вот ситуация может сохраняться и затягиваться какое-то время. Но тоже карта говорит о том, что нужно все-таки думать о будущем, о своей стабильности, нужно думать о том, как вам удержаться, продержаться, выстоять и так далее, да, то есть нужно думать о том, как вы будете, допустим, обеспечивать себя, свою семью и так далее. И если что-то новое приходит, да, то нужно за эти возможности хвататься. Несмотря на то, что вы, допустим, имеете сейчас какую-то работу, эта карта рекомендует для вот большей стабильности все-таки поискать еще какой-то дополнительный заработок, направление деятельности, либо поучиться чему-то. Для тех, у кого свое дело, замечательное время для того, чтобы зарабатывать. Эта неделя просто может вам как бы очень многое осуществить в плане финансов. Какие-то сделки могут быть очень хорошие, денежные, совершены. Здесь может быть просто у вас соглашение с каким-то крупным партнером или клиентом. Может быть коммерция очень удачная в этот период. В общем, здесь действительно все очень хорошо, все, что связано с деньгами, но так как предпринимательство у нас для этого и существует, чтобы деньги зарабатывать, то есть для вас это очень удачно. И карта говорит о том, что желательно здесь действовать самостоятельно и пока что не полагаться ни на кого, кроме себя. Все проверять, не доверять никому денежные дела. То есть нужно проверять, если вы рискуете, допустим, какие-то инвестиции у вас или, в общем, что-то такое вот серьезное происходит, да, все-таки нужно как-то очень проверять все, да, то есть если вы рискуете, нужно, чтобы вы были твердо уверены, что есть смысл все-таки в этом риске, да, и были готовы к разным поворотам обстоятельств, чтобы у вас было несколько вариантов просчитано, да, выхода из ситуации. Вот тогда это будет хорошо. Кроме того, эта карта говорит о иностранной валюте, да, допустим, неплохо было бы кому-то
операциями вот именно с иностранной валютой заниматься. Для кого-то это продажа, для кого-то это покупка. В общем, что-то, либо, может быть, это зарубежные какие-то клиенты, да, и там приход, может быть, денег вот именно в иностранной валюте на ваши счета, да, на ваши карты. Кроме того, эта карта еще и каких-то судебных дел, когда они разрешаются в вашу пользу, когда вот все на вашей стороне. Какое-то идет улучшение, расширение вообще вот в вашей сфере на этой неделе. Для финансов выпадает валет трефовый. Карта говорит о том, что, скорее всего, будет расходов немало на этой неделе, и вы как-то, знаете, подчистите свои кошельки, да. Но, кроме того, карта говорит о том, что будет много трат, скорее всего, на дом, на семью, на какие-то нужды, которые у нас каждодневные. И это также карта, знаете, каких-то неожиданных трат. То есть не рассчитывали, не думали, и тут раз вот как-то ситуация складывается, и нужно сразу какую-то хорошую сумму большую потратить. Может и такое быть. Кроме того, могут тратиться деньги на какие-то спортивные там, соревнования, на занятия спортом, на покупку там, тренажеров и, может быть, там даже одежды для спорта. Да. Это может быть, кстати, траты на транспорт, да, ну, допустим, либо ремонт транспорта, либо еще, в общем, какие-то средства будут уходить на транспорт. По этой карте редко происходит покупка машины, да, или продажа. Скорее всего, здесь вот такой уход, да, уход за транспортным средством, там оплата разных счетов или там на заправку, в общем, ну, что-то такое. Также карта может говорить о том, что на ваши деньги может влиять, ну, ситуация внешняя, конечно, но еще и ваши отношения с людьми. Если здесь вы настроены как-то критически, там с кем-то поссорились, да, то можете лишиться какой-то части денег. То есть как бы ваше настроение, ваше поведение напрямую здесь связано с теми деньгами, которые приходят на этой неделе. Удача, десятка бубновая для раков. То есть здесь все, что касается какой-то новой информации, обучения. Удача в том, чтобы преподавать, удача в том, чтобы получать какие-то документы там, по дипломам, допустим, учиться выстраивать отношения, учиться работать с техникой, компьютерами там, и так далее. Да? Удача в том, чтобы правильно общаться, правильно выстраивать разговор. Удача в том, чтобы учиться, допустим, консультировать через интернет. В общем, все, что связано вот с такого рода информацией, со средствами связи, с преподаванием, обучением, это все очень важно. Кроме того, юридические вопросы, да, если какие-то вот бумаги нужно вам оформить, переоформить, тоже время для этого пришло. Особенно если вот какое-то сейчас, вот у нас сейчас сложное время, да, у вас, допустим, какие-то нерешенные оставались вопросы с документами, с законом, с паспортами и так далее. Вот неделя для того, чтобы уже начинать это все решать. Проблема по десятке червовой у нас говорит о том, что кто-то из близких, из друзей может подвести. Слишком мы доверяем другим людям, а надо доверять себе. Сейчас только на себя надо полагаться и брать всю полноту ответственности на себя. Кроме того, проблема может быть еще и в том, что у вас есть привычка слишком многим помогать. И вы в это время забываете о себе. То есть сейчас помогать нужно только тем, кто действительно в этом нуждается, и полностью концентрация на себе, на работе, на финансах и так далее. Совет на неделю: семерка пиковая. Опять же, карта говорит о том, что нужно заниматься бумагами, нужно заполнять нужные документы, там, отчитываться в налоговую или еще что-то такое делать, что вот связано с вашими бумагами. Также оплата по счетам, квартплата и так далее, да, может быть, налоги какие-то. Карта, связанная с
письмами, может быть, нужно там много будет писать на этой неделе. То есть вот совет привести вот эту сферу общения, писем, информации, бумаг, привести в, ну, как бы в должную форму, да, ни в коем случае не откладывать вот эти вопросы, чтобы не было проблем. Друзья, желаю вам прекрасной недели, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго, здоровья, до новых встреч!